Верный сын Абхазии, патриот, человек с большой буквы, масштабная личность в судьбе маленькой страны. Борис Адлиба возглавил обком Абхазии в 1978 году, в один из самых сложных периодов общественно-политической жизни страны. После включения Абхазии в состав Грузинской ССР многие десятилетия абхазский народ не имел возможности влиять на политические и культурные процессы на своей земле. Но Борис Адлиба, используя богатый политический опыт, внес неоценимый вклад в развитие практически всех сфер жизни республики. Благодаря ему абхазы смогли прописываться в Сухуми, хотя до этого были лишены этого права. Он был одним из организаторов и непосредственным участником разработки и принятия известного постановления по Абхазии, после которого на карте республики появились новые промышленные предприятия. Именно при Борисе Адлиба были открыты Абхазский государственный университет и телевидение. Таких людей мы не должны забывать. Это не за то, что там это была наша эпоха, мы с ними работали. Просто эти были личности. Посмотрите, Дзидзария, глыба абхазская, Борис Викторович, Джумбер Ильич Патиашвили. Он очень интересный был, он особое внимание, Борис Викторович, всегда уделял культуре. Это он умел своим подходом, своей теплотой, своей человечностью, своим умением дружить с людьми. На открытии выставки, рассказывающей о самых значимых событиях жизни видного политика, его сын Астамур Адлиба искренне поблагодарил каждого, кто поддержал посвященные Борису Викторовичу мероприятия. Огромное спасибо хочу выразить Министерству культуры, во-первых, Дауру Кове. Хочу выразить благодарность вице-президенту Бадри Гумба, он председатель комиссии был. Президенту страны особая благодарность. Он нас поддержал в этом мероприятии, помог, чтобы мы его провели в написании книги и всех остальных мероприятий. И всем гостям, которые сегодня здесь находятся, огромная благодарность от семьи Адлиба Бориса Викторовича. Наверное, мне, может, нельзя так говорить, но этот человек все-таки фактически своими поступками доказал, что не главное это место, а главное это то, ради чего он туда пришел. И мне кажется, что для сегодняшних руководителей это хороший урок, чтобы они смотрели и видели, что иногда нужно совершать поступки ради своей родины. За 11 лет работы на посту первого секретаря обкома партии Борис Адлиба проявил себя как дальновидный и принципиальный дипломат, который всегда защищал интересы абхазов. Грузинские власти всячески препятствовали широкому размаху в деятельности руководителя Абхазии, но Адлиба, будучи тонким дипломатом, старался брать бразды правления в свои руки, мог не считаться с мнением руководителей Грузии и не раз обращался к правительству Советского Союза с просьбой помочь абхазскому народу в его желании на самоопределение. Достойно представляя и защищая интересы своего народа, Борис Адлиба подписал Лыхнинское обращение. Самое главное, что у него Бог что ему дал, это умение общаться с людьми. Вот мне приходилось много раз летать на разные совещания, когда он заходил в зал, хотят, не хотят, все вставали. Борис Викторович, он был очень представительный, очень интересный, с юмором. Один из видных руководителей Абхазии, который привнес свой вклад в становление нашего государства. Мы прекрасно знаем историю и тот исторический документ, который он подписал, будучи руководителем Абхазии. В советский период времени на это решиться наверняка было сложно, но при этом он проявил свое мужество и рядом со своим народом, став рядом со своим народом, безусловно, сделал все, чтобы качество жизни его народа, жизни народа было лучше и лучше. Безусловно, тот вклад, который привнес Борис Викторович, навсегда останется в истории нашего народа. Выставка, приуроченная к 90-летию Бориса Адлиба, стала одновременной презентацией книги под названием «Верный сын Абхазии» Борис Адлиба. На стенах Центрального выставочного зала 52 фотографии из личного архива семьи Адлиба. Фотографии, рассказывающие о судьбе государственного деятеля, преданного своей родине всей душой и сердцем. В книге лишь малая часть всего, что можно сказать о столь значимой личности. В ней воспоминания современников о замечательном человеке, о широте его души, незаурядном уме и мужественном, сильном характере. Книга тоже выпущена в рамках работы нашей государственной комиссии по празднованию 90-летия Бориса Викторовича. В эту книгу вошли, книга небольшая, я думаю, что о Борисе Викторовиче можно было бы
написать еще больше материалов, наполнить. Но это первый этап, где отражены основные его политические шаги, жизненный путь определенный Бориса Викторовича. Я думаю, что читателям очень будет интересно ознакомиться с этой книгой. Бориса Викторовича Адлиба не стало в ноябре 1990 года. Во время визита в Москву в гостинице Борису Адлиба стало плохо. Случился третий по счету инфаркт. Громадное сердце абхазского политика, вместившее в себя все чаяния и надежды народа, не выдержало. Борис Адлиба был награжден множеством орденов, медалей и грамот. Сегодня его имя носит одна из улиц Сухума. Спустя многие годы память о защитнике Абхазии, истинном патриоте, лидере абхазского народа в сложное переломное время хранится в сердцах людей. А это значит, что память о нем воистину вечна. Рада Чачава, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.